Много лет уже в Сухуми функционирует единственный республиканский реабилитационный врачебный физкультурный диспансер. Учреждение специализируется на спортивно-медицинском обеспечении и реабилитации населения. В летний сезон и теплые месяцы центр принимает до 100 человек в день, включая детей с различными заболеваниями. Здесь также обслуживаются инвалиды Отечественной войны народа Абхазии. Конечно, у диспансера много проблем, и самое острое из них – отсутствие ремонта в здании. Его здесь не проводили более 40 лет. Министр здравоохранения Стамур Гуния уже посетил реабилитационный центр, лично пообщался с главврачом и персоналом и, как говорится, все увидел своими глазами. В дальнейшем учреждению будет оказана посильная помощь. Мы побывали в центре, увидели, в каких условиях работают врачи, и обо всем вам расскажем. И, конечно, расскажем о тех услугах, которые предоставляет центр. И познакомим вас с инструктором-методистом, который работает здесь более 50 лет, и которого журналисты окрестили «Тихая легенда». Вы смотрите программу «Пациент». Мы выходим в эфир по вторникам на канале Абхазского телевидения. Наше учреждение осуществляет 2 раза в год и даже чаще диспансеризацию спортсменов со всех регионов республики. Сколиоз у детей, вывихи, переломы, послеоперационная реабилитация у нас идет. Иглорефлексотерапия – это очень древний метод лечения, очень широко сейчас практикуется. Сколиоз можно помочь человеку, пока он растет. ЛФК процедуры ни в одном городе нету, в Абхазии. Нам с Галей приезжают, с Гачимчери приезжают, с Будауты. Я считаю, физическое развитие – это номер 1 в долголетия человека. Врачебно-физкультурные диспансеры необходимы для комплексного медицинского контроля за людьми, занимающимися физической культурой и профессиональным спортом. Они осуществляют допуск к тренировкам, выявляют скрытые патологии, помогают восстановиться после травм и предотвращают опасные для жизни перегрузки. Основные задачи и функции физдиспансеров включают спортивно-медицинская экспертиза, оценка резервов организма, профилактика и мониторинг, а также лечение и реабилитация. Конечно, такой системы, как до войны, которая была выстроена пошагово, сегодня нет. Но и тем не менее на реабилитационный центр возложены свои определенные обязанности. Наше учреждение осуществляет 2 раза в год и даже чаще диспансеризацию спортсменов со всех регионов республики. Бывают и по 10, и по 15, и по 20 человек. Вот сейчас идет спартакиада в Абхазии. Все дети, которые у нас проходили, дали мы им путевку здоров, что они могут принимать участие. Они там бег на 7, на 10, на 40 километров, даже на 42 километра. Также у нас лечатся больные с инсультами, с инфарктами, проходят эту реабилитацию. Методист у нас очень профессиональный, знаете, Сигалевич Гарри Владимирович, который здесь работает более 50 лет. Также Староженко Николай Рафаэлович, Алиса Хагба, молодая тоже методист. В центре функционирует лаборатория, кабинеты физиотерапии и массажа, иглорефлексотерапии и стоматологии. В штате работают врачи, терапевт, врач-лаборант, а также 3 методиста, которые занимаются детьми с заболеваниями опорно-двигательного аппарата. Мы делаем анализы тройку. Это мы делаем лейкоциты, гемоглобин, роя. Это мы всем спортсменам делаем в обязательном порядке, снимаем кардиограмму и осмотр врача. У нас связь со всеми тренерами по Абхазии. Они могут, мы созваниваемся, что завтра мы привозим 20 человек с Ачимчира. Вот они приезжают в этот день, мы всех детей делаем им анализ крови, делаем электрокардиограмму, мы всех смотрим, и в этом же мы каждого ребенка и отмечаем. Там не только ли есть дети 17-18 лет, и смотрим, если там есть проблемы со спинкой, это мы отмечаем, говорим тренеру, что этим ребятам необходимо проходить ЛФК, чтобы они поставили в известность родителей.
Одна из процедур, которая пользуется популярностью, это массаж. Массаж – это не только приятная и расслабляющая процедура, но и серьезный метод комплексного лечения самых разных заболеваний и состояний организма. С его помощью можно восстановить работу ноги после срастания перелома, уменьшить болезненные ощущения при остеохондрозе, снять головную боль и помочь при других недугах. Именно поэтому массаж является дополнением к самым различным терапевтическим и реабилитационным курсам. Именно лечебный классический массаж. У нас ни мануальный, ни других видов массажа мы не делаем. У нас только классический лечебный массаж. У нас какие проблемы? Сколиоз у детей, вывихи, переломы, послеоперационная реабилитация у нас идет. Потом реабилитация после инсульта, парез, если лицевой нерв задет. Естественно, спортсмены к нам приходят тоже с различными травмами, с ушибами, с переломами, с вывихами. Приезжают очень много у нас из других городов. Из Гудауты, из Гагры, с Нового Афона, с Ачимчир приезжают к нам. Ну, как-то вот мы стараемся помогать людям. Объем, конечно, иногда бывает очень большой объем работы. Иногда мы всегда говорим, пусть люди только приходят ради профилактики, чтобы никаких других проблем у них не было. У вас двое, да? Нас двое, да, здесь еще Кутарба Анна Владимировна работает, мы вот вдвоем с ней. Сейчас без массажа практически невозможно обойтись. Почему? Потому что, да и не только сейчас, и вообще, потому что реабилитация – это что такое? Это человек после операции. Слабеют мышцы, слабеют косточки, слабеют, и это все нам надо восстанавливать. Массаж что делает? Массаж помогает мышцам, помогает сосудам восстанавливаться. Потом это все идет на лечебную физкультуру. Потому что, опять-таки же, детки у нас сейчас летом сколиоз, плоскостопие, сутулость, все с телефонами, все как-то, вот все зажат, мало двигаются, мало гуляют, мало играют. И поэтому в наш век, в наше время массаж просто необходим даже всем, от мала до велика. Если раньше где-то до 30 лет назад остеохондрозом страдали люди, которым уже за 40, за 45 лет, сейчас в наше время остеохондрозом страдают даже дети уже в 15, 16, 17 лет. У нас даже инсультные дети приходят в 16-17 лет, инсульт. Это просто уму непостижимо. Это вот видите, какой век кибернетики, как говорится, видите, у нас, поэтому у нас объем работы бывает много, бывает, ну, как люди приходят, когда. Здесь функционирует кабинет иглорефлексотерапии. Эта процедура также известная как иглоукалывание или акупунктура. Это метод лечения и профилактики, при котором в особые биологически активные точки на теле человека вводят тонкие стерильные иглы. Процедура пришла из традиционной китайской медицины, но сегодня активно применяется врачами в современной клинической практике. Несмотря на малую инвазивность, процедуру можно проводить только после консультации со специалистом, так как она имеет ряд строгих противопоказаний. Иглорефлексотерапию проводит только дипломированный врач-рефлексотерапевт в медицинском учреждении с соблюдением всех правил антисептики и стерильности. Иглорефлексотерапия – это очень древний метод лечения. Основоположники китайцы, первые записи с 3 века до нашей эры. Очень широко сейчас практикуется. Лечение очень многих нозологических заболеваний, начиная с шейно-грудного, пояснично-крестового остеохондроза, все воспалительные процессы нервов, начиная с тройничного нерва, кончая седалищным нервом, очень такие часто встречающиеся заболевания. Все заболевания воспалительные суставов, артриты, артрозы, аллергические заболевания. В последнее время увеличилось количество, да, постковидный синдром, да, очень. А вы где обучались этому? Я переквалифицировалась и получила официальное удостоверение и право заниматься лечебной деятельностью
на базе Сочинского, сейчас не знаю, он есть или нет, Институт курортологии союзного значения Это был. еще до войны было, да? Да, до войны было. Да. Вот, поэтому я, например, очень довольна, и пациенты тоже довольны результатами лечения. По идее, здесь должны проводить тестирование реакции сердечно-сосудистой и дыхательной систем на нагрузки, делать спортсменам анализ соотношения жира, мышц и воды, мониторить динамическое состояние здоровья атлетов, предотвращать травмы, а также осуществлять контроль переносимости тренировочного процесса, как это было в советское время. Но для проведения такого спектра процедур у центра нет соответствующего оснащения. В наличии есть аппарат ЭКГ, которому около 50 лет. Здесь оказывают специализированную медицинскую помощь для восстановления после интенсивных нагрузок, перенесенных заболеваний или травм. С пациентами занимаются 3 методиста по лечебной физкультуре. Одного из них журналисты окрестили тихой легендой, светящейся в душах сотен людей, которым он помог вернуться в нормальную жизнь. И это Гарри Сигалевич, который работает инструктором всю свою сознательную жизнь. Я окончил институт физкультуры, работал в военном санатории. И был такой основатель этого учреждения Шпаковский, который приехал ко мне домой и уговорил меня перейти сюда. Ну, потом я перешел, начал здесь работать. Нас работало около 40 человек. Потом, Именно здесь? да, мы были вне категории, даже такой диспансер был. Обслуживали очень крупные соревнования, где сразу 600-500 гонщиков гонялось. Хорошие были кадры, у нас медсестры очень сильно работали. Вот. Ну, А потом... помещение здесь какое Помещения было до нет. войны? Мы начали работать в первой больнице. У нас было всего две комнаты. В одной врачи и массаж были, в другой комнате общие смотрели. И больше на втором этаже. Потом мы перешли сюда. Очень тяжело. По комнате с судом отвоевали. И потом все отвоевали. И вот тогда очень много у нас больных было. Больных было приблизительно до 200 человек и больше в день. Работало на 6 человек методистов. Я в основном работал в районе, проверял дома отдыха, начиная с роддомов и всех этих учреждений медицинских и спортивных было в нашем ведомстве. Мы ездили и проверяли все эти организации, писали докладные. По словам методистов, сюда в основном приходят дети, у которых сколиоз. По данным ВОЗ, это заболевание затрагивает 4% населения. Причем у девочек заболевание встречается в 5-7 раз чаще, чем у мальчиков. Наиболее уязвим позвоночников в период активного роста с 6 до 15 лет. Сколиоз – это не просто нарушение осанки, это стойкая деформация во фронтальной плоскости. Искривление не возникает из-за тяжелого рюкзака или неправильной посадки за партой. Его точные причины изучены не до конца. Специализированная лечебная физкультура и корсетотерапия помогают остановить прогрессирование деформации, пока организм находится в фазе активного роста. Выпрямись. Ну что, нормальная девочка, стань ко мне лицом. Даже красивая. Детей особенно тяжелые. Ведро полное не берешь. Плавать умеешь? Обязательно плавай, особенно это движение, тянешься вперед. Потом самое главное, в воду не прыгать. В воду не прыгать. Ни ногами, ни головой, чтобы удар не попал. Нормальный ребенок, слушай. 22, 23, 21, 22, 23, 2, 3. Это на утро. Встать. Руки на уровне живота. А я буду прыгать. Опусти. 3, 6. Выше, выше. 7. Следующее, смотрите. Вытянули, встали на носочках и 6, 7, 5. Руки вытяни. Стоп. Девочки.
Я сейчас не могу сказать процент заболевания сколиоза, поскольку мы не делаем ежегодный осмотр младших классов. Ну, понимаете, сколиоз можно помочь человеку, пока он растет. Если это девочка, до начала цикла, год после цикла она еще растет немножко, потом ничего. Считается хороший результат, если сколиоз приостановили. Сейчас все изменилось. Если раньше считали сколиоз это приобретенное заболевание, то еще до войны уже стоял вопрос, что это приобретенное, и не приобретенное, наследственное заболевание. Вот. Раньше и работать было легко, мы получали разработки, комплексы готовые. Все, можно было поехать поучиться. Сейчас это ничего нету, только за свой счет, и то никуда. В России очень сильно методика изменилась. Вот сейчас, понимаете, очень трудно объяснить. Тогда никто не знал, что такое грыжа. Лечили радикулит или люмбагу. Сейчас появилась грыжа, забыли об этом во всем. От чего она появляется, я не могу сказать. Во-первых, я это не учила. Во-вторых, никто не приходит, не говорит. Везде новые диагнозы ставят. Люди физически плохо развиты. Это грыжа. И грыжа, и вообще, и сколиоз тоже может быть. Бывает же, сколиоз переходит в горбы. Ну, конечно, надо его удерживать. Надо, чтобы был здоровый живот, спина, мышцы были, что вас держало, вас же гнуть будет. Кифозы бывает, лордозы бывает. Все это сказывается на осанку человека и на его физические возможности. Значит, все должны, спортсмены, проходить медосмотр. И давать допуск спортсменам. Сейчас, конечно, так Абхазия не участвует, как раньше, во всех видах спорта, и сейчас немножко, но все равно. Во-вторых, надо смотреть детей на сколиоз. Ранее, чем ранее выявили, ранняя мобилизация позвоночника. Ну, может, не человек, как правило, сколиоз, как говорят, можно остановить. Сейчас делают операции какие-то, вставляют всякие шпильки, там. Потом ребенок не может носки одеть. Вот так вот. И все изменилось. А, конечно, это необходимость просто. Потом просто, чтобы люди занимались лечебной физкультурой. Переломы. Вот денег контрактуры. Вот это все утром занято. Кисти, мисти, там то же самое. Грыжи сейчас. Грыжи полно. Только открой дверь, и грыжи посыпятся. С большими грыжами люди приходят. Иметь хороший диспансер с полной... Это просто необходимость. И надо иметь специализированных. Раньше у нас все врачи были. Кроме гинеколога, и то кресло было, некуда было поставить. И мы все работали на базах. Здесь редко кто находился в диспансере. Мы сидели с... Наши даже ездили на соревнования, на машинах гоняли за этими гонщиками. Ездили даже до Тбилиси. Здание физдиспансера находится в плачевном состоянии. Оно было построено в 1898 году и является объектом историко-архитектурного наследия. Без специального разрешения и особого подхода проводить здесь какие-либо строительные работы нельзя. Любые изменения нужно согласовывать с соответствующим охраняющим учреждением. Даже чтобы просто покрасить дверь, нужно специальное разрешение. Кровля здесь была заменена в бытность президента Багапш, а так более 30 лет здание не реставрировалось. Недавно группа бизнесменов решила сделать подарок городу и отремонтировать фасад. Но внутри ситуация плачевная. Недавно обвалилась штукатурка в задней части строения. В подвале стоит вода, из-за которой в помещении сырость. В таких условиях работникам приходится лечить и реабилитировать больных. А это единственное государственное учреждение, где бесплатно принимают пациентов. И та символическая оплата за услуги обычно уходит на приобретение необходимого спортивного инвентаря и прочих нужд на содержание учреждения и коллектива. И не стоит даже говорить о важности данного центра, ведь тысячами люди прошли реабилитацию здесь, восстановили свое здоровье и вернулись к нормальной жизни. Обязательно здоровье – это в первую очередь, если здоровье, потому что это единственное учреждение в республике, которое занимается этим.
У нас нету ни ЛФК процедуры, ни в одном городе нету, в Абхазии. Нам с Галей приезжают, с Гачимчери приезжают, с Будауты, занимаются здесь, снимают здесь где-то жилье или у родственников и ходят на лечебную физкультуру. А в основном, если что-то мы берем, то мы в зал покупаем инвентарь. Вот вы сейчас видели, там инвентарь покупаем, реактивы, так тоже где-то достаем. А так в основном у нас инвалиды войны, многодетные, малоимущие, интернат весь. Всегда в интернат мы как шефствуем даже. Они всегда приходят, мы детей смотрим. И что надо, процедуры мы им всем делаем. Ну, как можем, мы стараемся. Это для нас не главное. Нам главное, чтобы нам ходили, лечились и берегли свое здоровье. Это у нас во главу угла стоит у всех сотрудников. И у нас была проблема с чердаком, это мы вот отремонтировали, там замыкание было. А то, чтобы внутри ремонтировали, единственное, нам помогли через Министерство здравоохранения, вот положили линолеум по всему, этому УКС сделал нам. Это нам вот сделали. А остальное я такой даже давно ничего не делали. Да, абсолютно. Кровлю делали еще при Сергее Васильевиче Багапше. Вот и все. Все, что нам делали. Вот видите, бизнесмены и генеральный, как это сказать, это у меня бумага есть тут, спонсоры, они решили сделать подарок городу. И они, наше здание, соседние, 11 и 13, они решили сами от себя сделать подарок и реставрировать фасадную и боковую часть. Мы очень им признательны. Но все равно, несмотря реактивов в них, много чего не хватает, а то, что ставится в известность Министерства здравоохранения. Сегодня был наш новый министр Гуния Астамур Карбевич, прошел по всему зданию, со всеми переговорил, посмотрел, что нам необходимо, что нам нужно. Он даже сейчас, уже находясь тут, за какое-то время позвонил, дал указание, что нам дали реактивы, поскольку идет сейчас спартакиада в Абхазии. Он тут же этот вопрос нам решил и обещал, что в будущем он постарается нам по мере возможности решать наши проблемы. Он видит, что здание такое, что сейчас сразу ничего не сделаешь, но он обещал, мы очень на него надеемся, что он нам поможет. В сентябре старейшему сотруднику физдиспансера Гарри Владимировичу будет 94 года. Он заслуженный работник здравоохранения Республики Абхазия, почетный мастер спорта Абхазии по баскетболу, кавалер ордена Ахцепша 3-й степени, заядлый охотник и рыболов, детально знающий природу родной страны. Видимо, спорт и охота дали такую закалку, что даже в своем почтенном возрасте Гарри Владимирович находится на страже здоровья нашего населения. Скажите нам секрет, как прожить долгую, счастливую и здоровую жизнь? Хотите В чем сказать? ваш секрет? Я скажу, что меня держит. Охота, рыбалка, спорт. Я играл за сборную Абхазии по баскетболу. Мы чемпионы Абхазии были. Первая команда в Абхазии детская. Вот она находилась в парке Славы. Там раньше был рынок когда-то. Потом там вот этот парк был. Потом уже там Сталинщина. Да. И вот там до этого мы играли, босиком играли. Я покажу фотографии, мы босиком играли. Это физическая возможность, что я много ходил, много участвовал, на лодке часто греб, ходили в горы, с удочкой. Это все физическое развитие. Я считаю, физическое развитие – это номер один долголетия человека. Несмотря на все сложности и трудности, коллектив ежедневно выполняет возложенные на них обязанности. Конечно, руководство и коллектив республиканского физдиспансера возлагают большие надежды на нового министра здравоохранения, что он поэтапно решит существующие проблемы. И напутствие родителям: обращайте внимание на состояние опорно-двигательного аппарата ваших детей, чтобы не допустить тяжелых форм заболевания, и для профилактики приводите их в физдиспансер. На этом я прощаюсь с вами, будьте здоровы и до новых встреч!